Приветствую вас, дорогие телезрители. В прямом эфире программа «Главное». Сегодня мы поговорим об энергосбережении. Но это понятие очень часто мы в последнее время его слышим из-за последние годы. Ну а насколько плотно он вошел в наш обиход, обсудим сегодня с участниками нашей программы. Итак, представлю наших гостей. Руслан Дидигов, инженер ПТО организации «Газпром» газораспределения «Назрань». Омалат Хамхоев, технолог технопарка «Сердало». Муса Илиев, начальник отдела ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Ингушетия. И Ислам Асканов, главный инженер ПАО МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго». Ну вот энергосбережение в сфере ЖКХ вообще. Энергосбережение делится, как известно, на два типа. Это бытовое и промышленное, то есть в сфере ЖКХ. Но вот непосредственно об энергосбережении в сфере жилищно-коммунального хозяйства нам расскажет Муса Мухарбекович Илиев. Вам слово. Да, Сергей Ильич, добрый вечер. Есть такое понятие бытовая сфера и вопросы энергосбережения. Это нам не чужды вопросы. У нас даже все в курсе есть такой дом построенный, называют его в народе «Умный дом», энергоэффективный дом в городе Карабулаке по улице Асканова, 136А. Построен он в рамках программы переселения из аварийного жилья в 2011-2012 годы. Там стоит действительно такое энергосберегающее оборудование, которое способствует снижению затрат граждан в этом доме на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, это стоят там солнечные, коллекторы, 74 таких солнечных батарей на кровле установлены, и за счет чего достигается экономия оплаты энергоресурсов до 36%. Также там на крыше установлена гелиоколлекторная система, которая вырабатывает тепло, чтобы в зимний период, допустим, жители не платили за газ. В настоящее время они оплачивают расходы по газоснабжению только за использование приметейки, допустим, в квартире, на приготовление пищи. Ну, то есть внушительная экономия, да? Да, экономия внушительная. Особенно вот это почувствуется тогда, когда человек платит, у него образовывается задолженность, она увеличивается, и если при этом у него до 36-37% ему делается скидка, думаю, он будет очень рад, конечно же. Дом такой у нас единственный, их всего по России построили на сегодняшний день всего 63 региона, 63 многоквартирных дома. В ближайших планах еще 19 регионов заявились такие дома построить, но на ход поставить еще нужно время, я думаю. Ну, то есть дом эконом, да? Ну, открылся он, как вы уже отметили, в 2013 году. У нас есть открытие этого дома. Давайте вспомним, как это было. В присутствии высоких гостей происходило открытие. Внимание на экран. Энергосберегающий 84-квартирный жилой дом разрешите считать открытым. Это первый дом, да. Первый дом я себе оставлю, да. Я сейчас прекрасно. Перерезав символично красную ленту, глава республики и Константин Цицин посетили котельную многоэтажки, где им показали все преимущества новых технологий. Далее Юнусбек Евкуров и Константин Георгиевич заглянули в гости к новоселам на чашечку чая. Фатима Тачиева – одна из 84 счастливчиков, которым вручили ключи от новой квартиры. Раньше женщина проживала в двухкомнатной квартире дома напротив, построенного более полувека назад. Поздравляем, великолепное жилье, квартирой. И дарим вам телевизор. Где телевизор? Вот дарит телевизор, я думаю, что вам будет... Умный дом – это новый уровень строительства жилых зданий, который практикуется в Европе. Более того, дому, введенному в эксплуатацию в Карабулаке, нет аналогов на всем Северном Кавказе. Но прошло больше 4 лет, как был построен умный дом. Каково его состояние сегодня и нуждается ли он в каком-то особенном уходе? Да, несомненно, в уходе нуждается все имущество, особенно такая сложная техника, как было показано на экране. Проблема в этом доме следующая. Жильцы не выбрали, соответствующую управляющую фирму, не проголосовали за создание собственного товарищества собственников жилья. Это говорит о пассивности проживающих там граждан. Я допускаю, что многие из них это квартиросъемщики, но все же хозяин должен отвечать за общее имущество в многоквартирном доме. Значит, ситуация сейчас там следующая. Управлением дома занимается предприятие ЖКХ города Карабулак. Буквально недавно там вышел из строя одна из частей котла. Их там установлено 4. Значит, они его заказали, отремонтировали, там вышли из строя зажигания, как мне их специалисты сообщали.
Уже сегодня вечером, завтра утром котел будет в строю, он будет работать в должном режиме. Но дело в том, что такая ситуация может случиться в любой момент, если элементарно не следить за состоянием этого оборудования. Помимо специального оборудования, там также использовались и другие особенности конструктивные. Например, там устройство двойных тамбуров, да, когда человек входит в подъезд, там небольшой тамбур в помещении, и открывается еще одна дверца, она с доводчиком, она закрывается, что препятствует именно теплопотерям. Или же там установлено в каждом подъезде, на каждой лестничной площадке такие датчики движения, после чего включается соответствующая лампочка, которая также в свою очередь энергосберегающая. То есть там не горит всю ночь, весь день лампочка, если ее кто-то забыл выключить, понимаете? То есть, если есть движение, она включается, нет движения, не включается. Это мелочь, но вкупе это все собирается и достаточно серьезную сумму экономит на оплату жилищно-коммунальных услуг. Муса Мухарбекович, ну вот как вы уже отметили, уход за этим домом, это, я так понимаю, да, долг самих жителей, они должны производить диагностику оборудования. Все верно. В первую очередь им необходимо определиться, каким способом управления будет управляться этот дом. Жилищный кодекс предусматривает несколько вариантов: управление управляющей фирмой, создание товарищества собственников жилья и непосредственно управление. В данном доме, так как у них общее имущество находится на кровле, и они все несут ответственность, им необходимо выбрать из первых двух вариантов. Это создать товарищество собственников жилья, зарегистрировать его в установленном порядке, либо же проголосовать за управляющую фирму, которая, по их мнению, будет наиболее ответственно относиться к этому оборудованию и вообще ко всей территории, относящейся к общему имуществу дома. В этом случае они могут контролировать, предъявлять, могут заставить что-то починить своевременно, подешевле починить. Хотя бы элементарная уборка этого оборудования уже будет способствовать, что жильцы внимательно к нему относятся, и где-то какая-то поломка они могут предотвратить. Ну, непосредственно к умному дому мы еще вернемся, к этим технологиям. Давайте дадим слово остальным нашим гостям. Так, Руслан Муратович, инженер ПТО «Газпром» газораспределения «Назрань». Ну, энергосбережение, энергоэффективность – это сфера, которая применяется, ну, это применяется во всех сферах, непосредственно и у вас. Вот расскажите, пожалуйста, что вы делаете у себя в «Газпроме» для энергоэффективности? Основной объем использования природного газа идет на бытовые нужды населения, то есть обогрев жилья и приготовление пищи. В обогреве жилья, если приготовление пищи, проблем практически не бывает, потому что плиты стандартные, четырехконфорочные, как правило, то в обогреве жилья в одноэтажных индивидуальных жилых домах еще зачастую применяется несертифицированное газовое оборудование. Это так называемые горелки кустарного изготовления, применяемые в отопительно-варочных печах. Вот основные причины перерасхода газа при бытовом использовании газа – это именно применение несертифицированного газового оборудования. Повсеместно мы пытаемся бороться с использованием несертифицированного газового оборудования, выдаем предписания потребителям о необходимости замены его на сертифицированное. Ну, в данном случае могу сказать, что какие-то результаты имеются. Значит, повсеместно происходит использование несертифицированных газовых горелок на сертифицированные. Это будет давать большую экономию при использовании газа. Ну, еще одна мера энергоэффективности, я так понимаю, это замена старых сетей, да, чтобы не было потерь, как говорится, электроэнергии. Об этом нам расскажет Ислам Асканов, главный инженер ПАО МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго». Ну, значит, по потерям, по энергоэффективности, то, что у нас ведется работа, в основном ведется работа по потерям. Это так называемые технические потери. Это делается для того, чтобы было меньше расхода электроэнергии. Значит, для этого филиалом МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» проводятся работы по замене старых сетей, ветхих. Это уже связано с тем, что, во-первых, у нас увеличилось население, можно сказать, вдвое, и потребление электроэнергии увеличилось. Соответственно, сечение провода не соответствует и не может дать то напряжение, которое нужно потребителю. В этом плане у нас проводится замена, поэтапно везде не охватывается, но у нас есть план работы, и поэтапно проводится замена провода и замена трансформаторных подстанций, увеличение, где нужно дополнительное электроэнергию. Это нам дает экономию, это чувствительная экономия и меньшее потребление электроэнергии.
Значит, еще могу сказать, что нами проводится и в школах, и в детских садах идет лекции проводятся, чтобы было энергосбережение, значит, проводятся с потребителями разъяснительные работы, чтобы заменяли на энергосберегающие лампы, это, значит, и при уходе, значит, из дома или выходе из комнаты, уходе с работы, чтобы отключали свет, это тоже дает эффект, небольшой, но и дает эффект по энергосбережению. Но если это у нас касается непосредственно энергоэффективности в магистральных сетях, то давайте перейдем к альтернативной энергетике. Вот опять-таки вернемся к нашему умному дому в Карабулаке. Солнечные панели, которые там установлены, они оправдали те надежды, которые возлагались, устанавливая их все-таки? Все-таки это было новшество для нашей республики. Да, это было новшество. Это первый эффективный дом был на тот момент в СКФО. Сейчас у наших соседей, значит, в Дагестанской республике, в Дербенте, такой же дом построен. Что касается, оправдали ли они расходы, 17 миллионов 800 тысяч рублей было потрачено на дополнительное оборудование, чтобы переоборудовать дом в энергоэффективный. Срок окупаемости в проекте, который мы готовили, стоял 9 лет. 9 лет еще не прошло, но уже половина суммы окупилась. Мы посмотрим. Самое главное – это обеспечить его работоспособность в период и 9 лет, и более. Ну, действительно, альтернативная энергетика, она известна тем, что для начала надо вложиться в нее, ну а потом она постепенно оправдывает, да, те усилия, которые в нее вложены. Мы пообщались с коммерческим директором компании, поставщиком альтернативных источников энергии Сергеем Новиковым. Давайте послушаем, что он отметил насчет именно солнечных панелей. Сейчас солнечная энергетика, она уже очень сильно доступна становится. То есть установленная мощность 1 киловатта уже фактически достигла там, от 60 тысяч рублей. То есть по факту даже для коммерческих организаций уже окупаемость идет там, от 5 лет. При сроке службы до 25 лет. Поэтому энергоэффективность уже не за горами, так скажем. Но ваши клиенты это в основном частные, как говорится, люди, или же все-таки компании, промышленные и так далее? Где-то 50 на 50. То есть частные клиенты сейчас у нас только кому нужна автономная установка. То есть у кого нет возможности подключиться к электросетям магистрального электроснабжения. Ну а вот если сравнивать с обычной магистральной энергосетью, установка солнечных панелей, вот альтернативная энергетика, она все-таки выгоднее? Есть ли у нее какие-то свои плюсы и преимущества? Да, конечно. Изначально надо потратить довольно большие вложения. Ну, опять же, вот повторюсь, там от 60 тысяч киловатт. Вложить такие средства, но на протяжении многих лет она, конечно, себя уже окупит и будет выгодна. То есть, если поделить срок эксплуатации станции на годы, то понятно, что там в районе 3 рублей будет стоить этот киловатт. А киловатт для населения каждый год растет. Поэтому, конечно, это выгодно. Но это, если вы смотрите, да, это уже, честно скажу, давно уже сегодняшняя реальность. В нашем, опять же, во всем мире используется и обширно используется, так скажем, солнечная энергетика. У нас это только входит в обиход в Российской Федерации. Поэтому, я думаю, еще десяток лет, и у нас мало того, что появится множество производств, и частный потребитель, так скажем, частному потребителю будет выгодно использовать солнечную энергию. Ну а есть ли перспектива, что еще такие дома появятся у нас в регионе? Знаете, все зависит от финансирования, и даже в тот дом финансирование осуществлялось совместно за счет фонда содействия реформированию ЖКХ и средств республиканского бюджета. В настоящее время у нас реализуется такая программа, однако строительство еще одного энергоэффективного дома у нас в программе средства такие не заложены, соответственно, в ближайшей перспективе такой дом мы строить не собираемся. Однако, как только нам где-нибудь озвучат возможные объемы финансирования, конечно, мы будем планировать строить и распространять среди людей необходимость именно использования энергоэффективных мероприятий даже в частных домах.
Да, сейчас вот нам товарищ озвучил выгоду и так далее, однако надо отметить, что у нас в республике страдает сервис этого направления. Ведь если, не дай бог, град там или еще что-нибудь, какая-то поломка, короткое замыкание, все, тебе необходимо будет специалистов чуть ли не с Ставропольского края, с Ростова, либо с Москвы вызывать, чтобы это починили, и весь этот период сидеть без света. Ну, конечно, риск есть везде, в любой отрасли. Но вот вы отметили, что в бюджете не заложены, да, средства. Но тем не менее, у нас в республике большинство многоквартирных домов все-таки строится за счет инвестиций. А нет ли такой возможности привлечь инвестора к строительству такого умного энергоэффективного дома? Эти вопросы сейчас обсуждаются. Вопросы обсуждаются какого плана? Если инвестор строит многоквартирный дом, в этом доме республика в рамках определенных программ выкупает часть средств, да, на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов. Таким образом, если республика их выкупает и ставит определенные условия в контракте, что эти помещения должны там отвечать таким-то требованиям энергосбережения, не всегда находятся инвесторы, которые вкладывают сегодня огромные суммы денег, рассчитывая, что вот государство у него в будущем, через год-два, выкупит часть этих помещений. Потому что если не государство, то люди, они в основном у нас средняя масса, не покупает более дорогое, такое, знаете, роскошное жилье. А если подрядчик будет включать расходы на эффективное оборудование в стоимость квадратного метра, то, конечно, по сравнению с остальными жилыми помещениями, которые продаются, эта стоимость будет выше. И есть риск, что подрядная организация просто не сможет реализовать вложенные деньги. Я хочу пригласить к нашей беседе телезрителей и радиослушателей. Если вас заинтересовала наша беседа, звоните по номеру 55 40 61 и не обязательно наберите код города Магаз 8 87 34. Мы надеемся на вашу активность. Ну а мы продолжаем. По решению Минэнерго с 1 января 2018 года принято решение, что в домах многоквартирных непосредственно должны быть индивидуальные теплостанции и светодиодное освещение в подъездах и так далее. Ну вот за направление светодиодное у нас теперь отвечает технопарк Сердало. У нас в гостях Умалат Хамхоев, технолог технопарка. Ну вот совсем недавно, да, запущено ваше производство. Расскажите, как вы его наладили? Ну, начну с того, что уже запущено, что уже производится. Это светодиодные светильники Armstrong серии подвесных потолков. Они будут устанавливаться в подвесные потолки в различных учреждениях, таких как жилых домах, школьного и дошкольного воспитания, в подвалах, в подсобных помещениях и тому подобное. Данные светильники обеспечивают равномерный теплый белый свет, экономят энергию до 80%, если считать эквивалентом обычной традиционной лампы накаливания. Они намного энергоэффективнее. Срок службы их около 10 лет, гарантийный срок 3 года. Производятся они на новейшем оборудовании, на которых работают работники специально подготовленные. Это что касается этих светильников Armstrong. Также будут выпускаться ЖКХ-светильники. Эти светильники будут предназначены для освещения общего пользования, также различных небольших таких помещениях. Их срок службы тоже около 10 лет, гарантийный срок около 3 лет. Энергоэффективность, вернее, экономия энергии до 90%. Умалат Салангиреевич, ну вот мы спросили, да, выехали в Назрань, спросили у местных жителей, а вот пользуются ли они светодиодными лампами, ну и каким они отдают предпочтение, провели социальный опрос, давайте его послушаем. Выгодно, очень хорошие продукции, которые сейчас выпускаются. Вот лично я сейчас вот купил 4-ю по счету лампу, он стоит 600 рублей, потребляет 40 ватт. Но горит он где-то как 300 ватт, обыкновенная лампа. Лучше долго держится.
Такие они хорошие, я пользуюсь им. Даже на улице, во дворе под навесом пользуюсь. Да, вот эти очень хорошие, но дорогие они. Я бы предпочла бы только эти лампочки. По сравнению с другими лампами, которые обычно у нас выпускают, они намного эффективнее, намного качественнее. У меня, например, 3 года, как у меня на люстре, я их не меняю. У меня они держатся дольше, прочнее. И мне кажется, по моим понятиям, что эта лампа более светлее, чем обычные наши лампы. Если честно, то у меня дома в основном только эти лампы. Я считаю, что вот именно эти лампы, они экономят и энергию, экономят, и дают больше света, и я не знаю, мне очень нравится их свет, дневной свет. Пользуемся, нормально, такие что. Лучше, чем другие, если они не вредные. Ну вот женщина задалась вопросом, а не вредные ли они? Разумеется, они безвредные. Насчет еще достоинств, это низкое тепловыделение, что, несомненно, плюс. Срок службы несколько десятков тысяч часов. По сравнению с обычной лампой накаливания, всего лишь около 1000 часов срок службы. Ну, то есть привлекательность этих ламп, она очевидна. И очень хорошо, что у нас в республике запущено такое производство, но клиентов у вас, как видно, будет достаточно. Говоря о производстве этих ламп, отметьте, пожалуйста, вот что вы еще производите у себя, ну, как-никак технопарк называется, вот какие еще у вас есть продукции? Также будут выпускаться филаментные лампы. С виду они как обычные лампы накаливания. Тип цоколей стандартный Е14, Е27, который используется в быту. Внутри будут размещены филаменты. Их количество будет зависеть от мощности ламп. У нас в планах производить лампы мощностью 4, 6 и 8 Вт. Их гарантийный срок службы тоже 3,5 года. К этому вопросу мы еще вернемся. Да, давайте дадим слово нашим коллегам-газовикам. Вот расскажите, пожалуйста, ну, мы поговорили о промышленном энергосбережении, а вот говоря о бытовом энергосбережении, какие советы вы дали бы нашим жителям по энергоэффективности? Ну, в первую очередь, заменить все несертифицированные горелки на отопительных газовых печах на сертифицированные. Первое. Второе, значит, внимательно относиться, значит, к газопотреблению, то есть не расходовать газ тогда, когда он не нужен. Зачастую хозяйки оставляют горящие горелки и спокойно занимаются своими делами, хотя они практически не используют в данный момент. Я бы советовал все-таки экономить газ. Газ будет только дорожать, дешевле он не будет, и количество его все-таки ограничено. Поэтому желательно такой ценный источник энергии, как газ, повсеместно максимально экономить. Но вот все-таки установка приборов учета, это тоже в какой-то мере, да, бережет, да, сейчас будет беречь. По этому поводу хочу сказать, сейчас ведется массовая установка счетчиков газа с системой телеметрии, которая сразу же передает данные о потреблении газа на центральный пульт. Это заставит потребителей, как говорится, поневоле использовать газ максимально экономно. Ну, то есть человек знает, сколько потребляет газа, да? Да. Счетчик газа поневоле заставляет человека экономно относиться к газопотреблению. Поэтому максимально нужно установить счетчики газа на всех индивидуальных потребителях газов в республике. Ну а вот как обстоит дело у нас с ПАО МРСК Северного Кавказа? С установкой счетчиков у нас была аналогичная система, по-моему, да? Только называлась она по-другому, аналог телеметрии. Да, значит, у нас в МРСК тоже была программа, где устанавливались счетчики электропотребления. В целом программа она закончена, но есть моменты, где дополнительно приходится дорабатывать. Она дает свой эффект. Конечно, как вот коллега сказал, когда счетчик набегает определенная сумма, люди уже задумываются об ограничении и как бы рациональном использовании электроэнергии, так сказать. Значит, как я говорил уже, повторюсь, люди уже, выходя из дома, выключают свет ненужный, электроприборы некоторые выключают.
И это, ну, с одной стороны, это дало эффект, хороший эффект, и намного снизились потери электроэнергии у нас. Но все-таки вернемся, давайте к нашим светодиодным лампам. Все-таки производство, которое у нас непосредственно запущено. Если солнечные панели, они преимущественно у нас иностранного производства, да, заграничное производство, то можем похвастаться своими светодиодными лампами. Насколько они вредные? И вредны ли они вообще? Этот вопрос мы задали руководителю комитета по экологии Магомеду Бабхоеву. Давайте послушаем. Энергоэффективные технологии и экология, конечно, очень плотно взаимосвязаны, так как энергоэффективные технологии, они позволяют прежде всего сберечь природные ресурсы, это и полезные, ископаемые, и также позволяют предотвратить излишнее загрязнение окружающей среды, так как нам известно, вся выработка вот тех и топливно-энергетических, и природных ресурсов, она очень негативно отражается на общем состоянии экологии. Ртутные лампы и иные подобные световые приборы являются опасными отходами, утилизация которых очень проблематична. И при неправильной утилизации, зачастую, что у нас и происходит, это вызывает большое загрязнение окружающей среды при их утилизации и неправильном обращении. Естественно, вот те светодиодные осветительные приборы, они позволяют отказаться от излишнего производства опасных отходов, что, естественно, очень положительно отразится на состоянии экологии. Методов энергосбережения очень много у каждого из нас. Это прежде всего не допускать излишних трат и дома, и на предприятиях, и газ, и электричество, и даже и воду, хоть это и энергетический ресурс, но в том числе для поставки воды потребителям затрачивается энергия определенная, что также взаимосвязано. В том, что лампа безвредная, мы уже разобрались. Мулат Салангиреевич, на какой мощности сейчас работает предприятие? На полную или мощь? Нет, на данный момент мы занимаемся только производством светильников потолочного типа. Совсем скоро мы запустим остальные отрасли. Будем производить еще, помимо тех, что я назвал, промышленные светильники по технологии chip-on-board. Аналогов в стране еще нет. Мы первые, кто будем это производить. Будут они применяться в промышленных объектах, а также для освещения дорог и других больших госучреждений. Ну, сколько рабочих мест сейчас на предприятии обеспечено? На данный момент рабочих мест не так много. К сожалению, я не могу вам точно цифру назвать. Совсем скоро мы наберем ход и будем выпускать абсолютно все виды. Ну, конечно, если вы будете на полную мощность запускать предприятие, вам необходимы будут рабочие руки, но об этом мы еще к этому вернемся. Муса Мухабекович, хочется у вас спросить, мы поговорили об умных домах. Ну вот у нас была система ликвидации аварийного жилищного фонда, и, насколько известно, вместо старых домов строили новые, но тоже они были энергоэффективные. Вот расскажите об этом. Да, несомненно, в рамках данной программы мы построили 39 уже домов, еще 12 домов у нас в стадии строительства. 68 аварийных домов мы снесли. До конца года планируем снести еще 30 аварийных домов. Это большой объем для нашей республики, где всего этот многоквартирный жилфонд составляет порядка 350-360 многоквартирных домов. Мы видим, как застраиваются, да, Магаз, там, город Карабулак, Малгобек, город Назрань, инвестиционные объекты и в рамках различных программ. И по переселению беженцев там многоквартирный жилфонд увеличивается. При этом эффективные дома можно назвать, конечно же, даже те дома, где деревянные окна меняются на пластиковые, да, допустим, в пластиковых окнах, значит, там 2 стеклопакета, в середине, там, если доплачивать дополнительно, можно специальный газ, который теплопотери снижает, либо же, если остается обычный воздух, уже за счет этого теплопотери на несколько процентов в жилом помещении уменьшаются.
Также еще энергоэффективные мероприятия применяются при возведении стен, да, там какие-то специальные утеплители, или же если подвал утеплять, или же если установить доводчик в подъездное входе, допустим, понимаете, доводчик — это когда ребенок вот выбежал, дверь в подъезде осталась открытой, это уже теплопотери идут, потому что все эти стены той или иной квартиры, они выходят в общий подъезд, и теплопотери, несомненно, бывает. Если же закрыть, допустим, или утеплить кровлю, можно процентов на 8 сэкономить теплопотерю. Да? Все это собирается и ложится на плечи граждан, которые потом оплачивают за отопление, там, за потребляемый газ и так далее. Вот единственная ситуация, вот, с которой вот, МРСК, да, вот коллега рассказал, у них была инвестиционная программа, они устанавливали счетчики, которые без вмешательства гражданина передают данные, они уже в базе формируют, там в личном кабинете ты можешь оплатить и так далее. Сейчас вот наши коллеги из газовой конторы переходят на ту же систему. Вот у меня единственный вопрос, на чьи плечи ложится вот такая вот программа? Это попадает в тариф, которые гражданин потом будет оплачивать, или же это непосредственно ваши инвестиционные деньги, потому что мы, когда строим многоквартирные дома, мы заставляем подрядные организации непосредственно устанавливать и общедомовой прибор учета, и индивидуальный, само собой, они там устраивают. Теперь, что касается жильцов, которые туда переселяются, мы заключаем с ними договора мены, если это были собственники жилых помещений, и договора соцнайма, если они жили в аварийных жилых помещениях по договорам соцнайма. И вот этот вопрос, он касается и меня, и вас, и всех здесь присутствующих, потому что мы все граждане, мы все платим и за газ, и за свет. Вот реализация таких программ, она не будет бить по нашим карманам. И если, допустим, в вашей части эта программа завершена, не должен ли был наш тариф уже снизиться тогда, раз эти счетчики уже установили? Либо же это какие-то ваши инвестиционные деньги? Да, чтобы мы должны разъяснять такие вопросы нашим гражданам. Пока что программа установки счетчиков с телеметрией осуществляется за счет финансирования «Газпром Межрегионгаз». Это структура «Газпрома». Пока она за счет их денег делается. С последующим постепенным оплатой стоимости этих счетчиков потребителям газа. Постепенным, не моментальным. На несколько лет мы будем... На несколько лет растягиваются платежи по установке счетчиков. Ну, как известно, это будет происходить несколько лет, да? А в дальнейшем уже люди должны будут сами за свои деньги. Ну, когда эта программа завершится, да, то потребитель уже будет сам, конечно, оплачивать. Но вот установка одного счетчика, в какую сумму она обходится? Так, до 10 тысяч рублей где-то. Да, дорогостоящая. Вы знаете, Руслан Муратович, раз уже мы затронули эту тему, вот были обращения к нам, возникали такие вопросы. Непосредственно пришли люди, установили счетчик, дальнейшие действия, как это должно документально оформляться? Людям на руки дается акт? Обязательно. Где регистрируется установка этого счетчика, и после этого, значит, уже производится, как сказать, отсчет потребления газа согласно данным счетчикам. Но смотрите, а вот если ваш сотрудник забирает акт, не оставляет его домочадцу, говорит, что ему надо подкрепить его к отчету, это верно? Нет, копия в любом случае, он должен забрать копию, но подлинник должен остаться у потребителя газа. Какой-то документ у него обязательно должен быть. Ну вот такой же вопрос мы зададим Исламу Хусейновичу, но для начала давайте примем звонок. К нам в студии есть дозвонившийся. Здравствуйте, вы можете задавать свой вопрос. Алло, Саидик Халшин. Саидик Халшин, маршал Далшин. У меня вот такой вопрос. Я пользуюсь электрообогревателями зимой, нет отопления. И вот как лучше выбирать обогреватели, чтобы небольшой был расход электроэнергии? Можете подсказать? Хороший вопрос. Ну, идет речь, я так понимаю, по энергоэффективных котлах. Ну, слышали мы это понятие, но вот применяем ли мы их? Другой вопрос. Энергоэффективные котлы применяются, но привод по вопросу, который задал она, значит, выбор такого электроприбора. Сейчас очень много разновидностей электроприборов, и выбирать, конечно, нужно менее электропотребляемые и более, такие сказать, но они выходят чуть дороже, чем обычные. Они подразделяются на классы, это значит более энергоэффективно, он подразделяется класс А и выше, это значит А+ или А++. Это самые экономичные
и нужно ссылаться на это, смотреть непосредственно инструкцию, конечно, сколько потребления. И там указывается, там есть инструкция, указано класс и потребление, какое потребление. Нужно выбирать, при выборе надо акцентировать, чтобы выбирать класса А или А+ и выше. Это специализированные какие-то магазины, да? Можно это озвучить? И... Нет, это не специализированные магазины, они, в принципе, продаются в розницу, везде это, ну, потребитель, он, и когда доходит дело до покупки, он, конечно же, смотрит разные места. Ну, конечно же, есть специализированные магазины, там выбор более широкий, чем в розницу где-то в отдельных магазинах брать. Это уже на усмотрение потребителя, где он будет брать. Ну, все-таки, да, лучше потратиться и купить энергоэффективный Да, конечно, это более, не то, что энерго, он и более безопасный. В бытовых условиях использования он более безопасный со стороны и пожара, и других этих. Ну вот, раз уже мы заговорили о тепле, индивидуальные теплосети с 2018 года, что под ними подразумевается, и будут ли, есть ли они сейчас в наших домах, и есть ли перспектива, что они будут? Индивидуальные теплосети на сегодняшний день в наших домах они не устанавливаются. Это система, когда один многоквартирный дом, он независимо от централизованной системы теплоснабжения, у него в подвале либо на кровле установлен специальный бойлер, обогреватель, и он самостоятельно, значит, обеспечивает теплом все квартиры. При этом, опять-таки, этот вопрос упирается в управление дома. Если не будет назначен человек, не будет установлена зарплата, его ответственность, его регламент прописан, этот котел, он просто не будет работать. Его то есть сломается и будут жалобы. Да, за ним нужно следить. Но это очень эффективная система. Там практически отсутствуют теплопотери, когда там в теплотрассе там вода утекла или там в котельной какой-то насос накрылся. Значит, работает, котел работает. Вот он поломался, а тут же у него резерв включается, и основная деталь уже идет на замену. И зависит все от того, насколько оперативно и самостоятельно граждане будут управлять своим общим имуществом. Это предусматривается в наших программах капитального ремонта, однако в связи с очень невысокими сборами, с невысокими платежами, такие моменты у нас заложены уже после 2020 годов. Ну, мы продолжим эту тему с обогревателями, с котлами. Еще у нас вновь дозвонившийся. Здравствуйте, вы можете задавать свой вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот у нас в центр Камази делали вот эти подземные новые газопроводы. Выводили каждому дому стояки. Перед тем, как эти вот работы выполнялись, они перед каждым домом забивали колышки и ставили номера. Вот почему-то в конце Казбеги улицы нам троим, жителям, эти газовые стояки не вывели. Как нам быть? Я ходила в Горгаз, говорили, что сделают. Направляем ли меня к какому-то Тимурзиеву, инженеру. Но до сих пор нам эти стояки не поставили. Так. Газификация, вернее, строительство новых газовых сетей по Республике Ингушетия в районах новостроек осуществляется в основном за счет финансирования «Газпрома». «Газпром» Межрегионгаз. Составляется программа газификации новостроек. Значит, в программе участвуют в большой мере и администрации населенных пунктов. Они тоже подают свои предложения. То есть в основном строительство новых газовых сетей ведется за счет средств «Газпром» Межрегионгаз. Это подразделение «Газпрома». Помимо этого, правда, еще в небольшой степени, меньшей степени участвуем и мы, я имею в виду «Газпром» газораспределение Назрань, за счет тарифов, удорожания тарифов на транспортировку газа. Но по объему эта программа меньше, чем программа «Газпрома». Спасибо, что ответили. Ну вот у меня будет такой вопрос. Все-таки у нас сейчас автономные котлы, да, в многоквартирных домах, да, в основном. Что все-таки выгоднее, по вашему мнению? Это теплосеть индивидуальная или же все-таки свой автономный котел? Несомненно, это индивидуальная система отопления. Сейчас очень популярны двухконтурные котлы. В квартирах они устанавливаются. Там независимые два контура, да, вы, наверное, в курсе. Один контур работает на подачу горячей воды, второй контур работает на обеспечение тепла. То есть он обогревает батареи. Значит, эта система выгоднее, потому что там можно индивидуально настроить температуру непосредственно под свое жилое помещение, независимо от соседей. Допустим, если это будет отопительная система одного многоквартирного дома, то там температура в вашем помещении будет зависеть от того,
за какую проголосуют, да, собственники помещений, но не ниже отопительного периода, когда там устанавливается предельный минимум. То есть такого понятия недотоп и перетоп, их все-таки эти не споры, будет. они исключаются. Хозяин-барин, он настраивает конкретно свой котел под себя. У нас вновь, как мне сообщает дозвонившийся, проявляют активность наши телезрители. Здравствуйте, вы можете задавать свой вопрос, мы вас слушаем. Вот на улицах осветление везде. Светло, хорошо на улице. Вот нельзя сделать так, чтобы устанавливали фотолампы, чтобы сберегали нашу энергию. Как-то люди же забывают выключать. У меня будет просьба, вы или стоите рядом с включенным телевизором, чуть-чуть отойдите и погромче, пожалуйста, задайте свой вопрос, потому что мы не разобрали. Вот на улице устанавливаются вот эти освещения везде даже. Вот, это хорошо, конечно, но вот люди забывают выключать иногда свет. Вот нельзя установить фотолампы, чтобы сберегать как-то нашу энергию. Все, спасибо вам большое. Ну вот нельзя ли поставить фотолампы, установить? Задает нам вопрос такой телезрительница. Строительством освещения в населенных пунктах это занимается непосредственно администрация. В основном у нас построенные и работающие освещение осветительных лампах стоят фотоэлементы, которые в дневное время автоматически отключаются и в ночное время включаются. Да, есть единичные случаи в некоторых местах, где приходится это делать вручную, но мы над этим работаем и выписываем собственникам, если это частные предписания, чтобы устанавливали фотоэлементы, чтобы были меньше потери. И, соответственно, когда к нам обращаются за техническими условиями, за подключением, там непосредственно у нас есть пункт, где мы указываем, чтобы было установлено фотоэлементы, реле фотоэлементов. Все, спасибо, что ответили. Давайте вновь перейдем к нашему технопарку Стердало. Как я уже отметила, когда вы будете в полную мощь запускать свое предприятие, вам необходимы все-таки будут рабочие руки. А этим у нас занимается топливно-энергетический колледж. Ну, в общем, об энергосбережении и о подготовке кадров мы спросили Мустафы Цурова, директора топливно-энергетического колледжа. Давайте послушаем его. Есть федеральный закон об энергосбережении, где написано, что до конца 2018 года в Российской Федерации во всех госучреждениях надо провести мероприятия, которые будут способствовать снижению зависимости от электроэнергии, ликвидации расточительного потребления электроэнергии. Исходя из этого, во всех учреждениях, в новых современных учреждениях внедряются энергосберегающие технологии. Там не только световая энергия, там и тепловая энергия, экономия ресурсов. Открытие светодиодного завода для нашей республики – это огромный шаг в будущее. Светодиодное производство – это перспектива ближайших 10-15 лет. Мы, наверное, видим ежедневно, когда заходим в подъезды, во дворах, на улицах, горят лампочки. Вроде бы и днем горят, и ночью горят, вроде бы ночью светло, но это ежесекундное потребление электроэнергии, которое стоит определенную сумму денег. А энергосберегающие технологии, светодиодные, они позволяют экономить огромное количество энергоресурсов. Более того, долговечность вот этих осветительных приборов, они в десятки раз превышают долговечность ламп накаливания. Использование этих светодиодных ламп позволит нам, во-первых, экономить огромное количество электроэнергии, которая сегодня поступает в республику. Соответствующим образом у нас будет более рациональное использование ее. Во-вторых, приучит людей экономить. Время расточительства уже ушло в прошлое. Сейчас уже рыночная экономика. И производители электроэнергии, потребители, они хотят получать качественные услуги, которые будут отвечать всем необходимым требованиям ГОСТов.
Ну а непосредственно для этого завода кадры будут готовить у вас в колледже? Мы непосредственно готовим для этого завода кадры, потому что это уже наша территория, наша специфика, вообще наша тема. Мы ежегодно проводим семинары, совещания, конференции по энергосбережению. Студенты проекты разные представляют. Помимо все это диодной продукции, есть еще альтернативная энергетика. Это ветровая энергетика, это вот это солнечные батареи, генерирующие электроэнергию. А как вы думаете, когда мы уже прочно введем альтернативную энергетику у нас в республике в обиход? Вы понимаете, вот у нас вот в Европе есть закон. Если ты, например, за собой забронировал определенное количество ресурсов, если ты их не выработал, ну ты там новые энергосберегающие технологии применил или сэкономил, то ты эту электроэнергию можешь продать опять в сеть. У нас, к сожалению, в Российской Федерации такого закона нету. Перспектива у республики в этом направлении есть. Например, Таргимская долина, там 265 дней в году солнце светит. Можно солнечными батареями, вот эти склоны гор, это какое количество электроэнергии мы будем вырабатывать. Например, Джайрах, постоянно ветра, ветровые генераторы, АСА, каскадные гидростанции. Ну, это будущее. Я думаю, лет через 10 мы придем к этому в любом случае. Но все-таки это будущее, но уже сейчас необходимо, да, прививать наших ребят, нашу подрастающую молодежь тому, чтобы они знали об энергоэффективности и берегли наши ресурсы хотя бы в обиходе, в бытовых условиях. Как известно, ПАО МРСК, да, участвовала в фестивале «Вместе ярче». То есть это фестиваль, который проходил по всей стране, непосредственно школьники представляли свои проекты и рассказывали об энергоэффективности, квесты, игры и так далее. Да, вместе был такой «Вместе ярче». Значит, мы, школьники, представляли свои проекты, мы проводили экскурсии, разъясняли им, как вырабатывается электроэнергия. Значит, была экскурсия на подстанцию у нас в городе Магаз, называется подстанция Магаз, 110/35/6. Ребятам было очень интересно, задавали очень много вопросов. Мы даже не ожидали, что будут так активно они участвовать, так активно задавать вопросы. Ребятам понравилось все, и много обсуждений было. Вот сейчас, как говорится, заинтриговали, рассказали, что понравилось. Давайте посмотрим, как это все происходило. У нас есть видеорепортаж. Внимание на экран. Это у нас «Вместе ярче». Фестивальная волна началась чуть менее недели назад. За это время ее подхватили несколько десятков городов России. Цель акции – привить россиянам культуру бережливого отношения к природным богатствам. Здесь же демонстрируют современные энергоэффективные технологии. О том, что бесплатно светит только солнце, а за электроэнергию надо платить, знают даже дети. Для школьников организовали конкурс рисунков по тематике. Первое место за оригинальность получила учащаяся 2-й Троицкой школы. Молодец, Амир. Фестиваль энергосбережения поддержали более 70 городов России. В Ингушетии основным организатором выступил Республиканский комитет промышленности, связи и энергетики. Акком молодежи в рамках фестиваля организовал квест. Это приключенческая игра, по правилам которой команды-участницы должны найти в своем городе максимальное количество фишек. Многие команды представляют свои вузы и СУЗы, другие же объединились в группы со своими друзьями. Впрочем, здесь главное не число участников, а смекалка и находчивость. Первое место получает команда «Атом». Были вот такие мероприятия, такие квестовые игры. Очень приятно бывает участвовать в них. Места находились в очень отдаленных местах для нас. Нам попались такие места, скажем так. Вопросы тем, кто знаком с физикой, особо несложные. Но тем, кто не любит физику, они были сложноваты. Мне кажется, это очень хорошая инициатива. Я за то, чтобы люди потребляли меньше энергии, так как это вредит нашей экологии.
В целях пропаганды экономии электроэнергии организаторы фестиваля призывают жителей России выключить свет хотя бы на 15 минут и тем самым выразить свое беспокойство за состояние родной планеты. Ну вот электроэнергия, да, с энергоэффективностью, там у нас все понятно. А у вас проводятся какие-нибудь такие мероприятия? И вообще, что бы вы посоветовали, кроме как замены несертифицированного оборудования нашим жителям? Ну, все-таки впереди зима, холода. По сбережению газа вы имеете в виду, я понимаю вас. Ну, во-первых, значит, тщательно, особенно касается жителей индивидуальных жилых домов, устранять своевременно все утечки, которые возникают. Ну, внутри дома понятно, что хочешь не хочешь, устранять их будешь. А вот на подводящем газопроводе, значит, на уличном газопроводе, это уже наша сфера, на подводящем газопроводе следить за тем, чтобы утечки не происходили. Вот это в основном. Вы знаете, вот мы очень много сейчас говорили о промышленном энергосбережении и энергоэффективности. Давайте напоследок поговорим о бытовом. Несколько советов для наших телезрителей. Давайте посмотрим. Коммунальные платежи – неотъемлемая часть наших расходов. Хороший хозяин может заметно сократить их элементарными мерами. Какими? Про энергоэффективные лампочки говорено-переговорено. И они уже, кажется, давно прописались в квартирах наших граждан. А есть ли у вас многотарифный счетчик на свет? Тогда за электричество, расходуемое ночью, платить придется меньше. Да, и еще, если вы выходите из комнаты, старайтесь выключить свет. Можно еще и датчики движения установить, чтобы выключался он автоматически, когда вы выходите из комнаты. Покупайте современную бытовую технику от чайника до холодильника класса энергоэффективности А и выше. Она немного дороже, но за 3-4 года полностью окупается. Стирайте при 40-50 градусах Цельсия. Далеко не каждая стирка требует кипячения. Чайник не наливайте доверху, как правило, хватает и половины литра. И следите, чтобы в нем не накапливалась накипь. Чем больше накипи, тем больше времени и электричества требуется для нагрева воды. То же касается кондиционеров и пылесосов. При полном мешке и забитом фильтре они тратят электричество на 20% больше. Место, где стоит холодильник, тоже важно. Поставьте его подальше от нагревательных приборов, плиты, чайника и от стены, чтобы сильно не грелся. И все электроприборы, которыми не пользуетесь, выключайте из розеток. Они потребляют электричество даже в спящем режиме. Помимо снижения платежей, мера убережет от возможного короткого замыкания. Ощутимую пользу от счетчиков воды уже почувствовали десятки миллионов жителей страны. В 2-3 раза уменьшаются ежемесячные платежи после их установки. Если при этом еще и научиться у практичных европейцев мыться в душе, а не в ванне, выключать воду, когда чистим зубы, мыть посуду в полной раковине с закрытым сливом и затевать стирку только при полной загрузке машины, то расходы воды и денег на это снизятся еще больше. Установите плотные двери, а если меняете окна, выбирайте с двойными стеклопакетами, ведь 40% теплопотерь происходит именно через окна. Но в ходе нашей программы всевозможные методы энергоэффективности мы подсказали. Теперь уже за нами и за нашими жителями, да, остается долг беречь энергию и делать свой вклад в энергосбережение. Я напомню, у нас в гостях были Руслан Дидигов, инженер ПТО, организации «Газпром газораспределения» Назрань, Умалат Хамхоев, технолог технопарка Стердало, Муса Илиев, начальник отдела ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики, и Ислам Асканов, главный инженер ПАО МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго». Ну, еще раз призываем вас, берегите энергию. Всего доброго.